Добрый день, дорогие друзья! С праздником Великой Победы! И сегодня мы ведем свою трансляцию с площади Республики, где стартовал потрясающая акция «Вальс Победы». 5000 пар, 10 тысяч человек на проспекте Ленина, который сегодня именуется настоящим проспектом Победы. И сейчас у нас в кадре нам ответит на вопросы человек, который смог все это организовать. Начальник отдела управления культуры и духовного развития окружной администрации города Якутска Сардана Брызгалова. Сардана, добрый день. Добрый день. Ну это потрясающе, вам удалось собрать 10 тысяч человек. Как? Мы к этой акции очень тщательно и долго готовились. Были большие репетиции на протяжении нескольких дней на наших больших стадионах города Якутска, стадион Туймада и стадион Юность. Студентов, обучающихся общеобразовательных школ с каждым днем становилось все больше и больше. Нас вообще очень потрясло участие, соучастие и родителей, и самих школьников, потому что вот данная акция на самом деле она очень патриотичная и имеет свою историю. Поэтому детям было полезно узнать и саму тему Вальса Победы, и вообще тему Великой Отечественной войны. То есть мы можем сказать, что достигли той цели, к которой шли. А кто участвует? Ну, понятно, школьники, студенты, кто еще? У нас охват участников на самом деле мы никак не ограничивали. То есть понятно, что у нас школьники всех возрастов, это начиная с 8 класса, обучающиеся педагоги, сами преподаватели институтов, колледжей, средние общеобразовательные студенты, да. Потом СВФУ очень прямо активно принимают участие на данный момент. Трудовые коллективы, все предприятия, которые изъявили желание, заявок было очень много, и мы их приняли. Например, кадетская школа, они сегодня танцуют со своими матерями, кадеты. Какие молодцы, потрясающе. Ну, а как проходили тренировки и сколько хореографов пришлось привлечь? Сейчас, на самом деле, когда мы готовились, был такой момент, как схематичной расстановки по коробкам. То есть у нас сегодня более 60 коробок, получается 60 хореографов сейчас работают по своим точкам, и по 40, по 30 человек, они распределились и заняли свои позиции. То есть хореографами сегодня у нас работают все, понятно, все учреждения культуры города Якутска, хореографы, общеобразовательных школ, Союз танцевального спорта Республики Саха-Якутия, а также педагоги всех институтов и высших учебных заведений тоже. Говорят, что тренировки проходили очень интересно, очень вовлеченно, дети реагировали. Как удалось достичь такого результата и как вы оцениваете именно педагогические моменты воспитательные этого вальса? Да, мы вообще... Я пользуюсь моментом, благодарю всех педагогов, учителей, которые активно приняли участие на данной акции. Без детей, конечно, у нас бы не получилось, столь масштабный проект не получился бы. И, конечно же, родители, уважаемые родители, всех вас благодарим за участие в данной акции. У нас даже принимают участие колясочники. И очень отрадно, что молодежь, дети понимают, насколько это важно сегодня отдать дань памяти, дань уважения тому поколению от нашего поколения. Я знаю, что акция на самом деле не ограничивается этим годом, что просто она масштабно в этом году проходит. Да, совершенно верно. На самом деле акция «Вальс Победы» она проходит каждый год, то есть проводятся фестивали на местах, в районах проводят «Вальс Победы», и в этом году мы пригласили всех принять участие в одной точке. Потрясающе. Но мы сейчас видим только кусочек на площади Республики, да, небольшой протяженности. А на самом деле протяженность какая? Протяженность от площади Орджоникидзе до площади Дружбы. Мы растянули на весь проспект. То есть я сама сейчас лично прошлась ногами, пешочком. Улица проспекта Ленина совершенно, абсолютно полная. Надеюсь, мы увидим кадры сверху. Наши камеры стоят, работают. Наверное, вы тоже побежите танцевать. Начинаем. Мы будем наблюдать за вами. Спасибо вам большое за работу. Спасибо. Всех с праздником наступающим, Днем Победы. Спасибо. Мы успели увидеть человека, который за все это отвечает, который проделал потрясающую работу. 10 тысяч человек собрать на одной улице. Это очень тяжело. Сейчас дикторы начинают свою речь.
И начинается вальс победы. Смотрим. Светлый идеал, что в сердце сохранили свято. Как он звучал, пронзала дрожь, в нем наша радость и печаль. Но только лучше не найдешь тех звуков, что тогда звучали. Пусть в память врежется сильней та музыка, что всех дороже. Волшебный вальс победных дней пусть сердце позабыть не сможет. Весна 45-го года, как ждал тебя синий Дунай, народам Европы свободу принес жаркий солнечный май. На площади Вены спасенной собрался народ старый млад. На старой израненной в битвах гармонии вальс русский играл над солдат. Помнит Вена, помнят Альпы Дунай. Тот цветущий и поющий яркий май. Вихрь венце в русском вальсе сквозь года. Помнит сердце, не забудет никогда. Легко, вдохновенно и смело солдатский вальс этот звучал. И Вена кружилась и пела, как будто сам Штраус играл. А парень с улыбкой счастливой гармонь свою к сердцу прижал. Как будто он волжские видел разливы, как будто Россию обнял. Помнит Вена, помнят Альпы Дунай. Тот цветущий и поющий яркий май. Вихрь венце в русском вальсе сквозь года. Помнит сердце, не забудет никогда. Над Веной седой и прекрасной плыл вальс полон грез и огня. Звучал он то нежно, то страстно, и всех опьяняла весна. Весна 45-го года, так долго Дунай тебя ждал. Вальс русский на площади Вены свободной солдат на гармонии играл. Помнит Вена, помнят Альпы Дунай. Тот цветущий и поющий яркий май. Вихрь венце в русском вальсе сквозь года. Помнит сердце, не забудет никогда. Помнит Вена, помнят Альпы Дунай. Тот цветущий и поющий яркий май. Вихрь венце в русском вальсе сквозь года. Помнит сердце, не забудет никогда. Акция «Вальс Победы» – наш всеобщий вклад в сохранение памяти событий Великой Отечественной войны. Песни военных лет продолжают поддерживать
историческую память и не дают забыть о великом подвиге нашего народа. Так же, как и каждый клочок земли, на которой шли ожесточенные бои, была пропитана кровью, так и каждая строчка каждой песни была пронизана чистым, искренним чувством. Потому песня становилась символом Родины, символом непобедимой страны. В самом начале Великой Отечественной войны, среди грохота небывалых в историю сражений, казалось, что на фронте могут звучать только марши и боевые походные песни. Но ничто душевное не чуждо сердцу человека, даже в самых тяжелых испытаниях. На фоне бесконечных орудийных раскатов и тревожного гула бомбардировщиков среди окоп и военных палаток вдруг зазвучала мелодичная музыка вальса. Музыка как будто говорила о том, что жизнь продолжается, что есть место для любви и нежности даже в самые трудные времена. У каждой песни этого времени своя история, свой путь и своя судьба. Вальс Победы – это память поколений. Ура! Помню, как в памятный вечер падал платочек твой с плеч, как провожала и обещала синий платочек сберечь. И пусть со мной нет сегодня любимой родной, и между строчек синий платочек снова встает предо мной. И час с тобой провожает меня в Ростов. Чувствую рядом с любящим взглядом ты постоянно со мной. Сколько заветных платочков носим в шинелях с собой. Нежные речи, девичьи плечи помним в стране боевой. За них родных, желанных, любимых, таких строчит пулеметчик за синий платочек, что было на плечах дорогих. За них родных, желанных, любимых, таких строчит пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих. Произведения, которые звучат для вас сегодня, были созданы патриотами,
Мы выдающимися. продолжаем танцевать. Надеюсь, что вы танцуете вместе с нами около экранов телевизоров. Если не могли сегодня попасть на проспект Победы, им не повезло. Моим партнером сегодня является 5-кратный чемпион республики по спортивным бальным танцам, руководитель спортивного клуба, танцевального спортивного клуба по парам Вячеслав Ефимов. Вячеслав, добрый день. Хотелось бы сегодня всех поздравить с наступающим праздником, пожелать хорошего настроения, чистого неба над головой, и чтобы побыстрее у нас закончилась специальная военная операция, и ребята вернулись домой. Ну, безусловно, мы все об этом думаем, но сегодня мы немножко в праздничном настроении. Я знаю, что вы активно участвовали в подготовке к Вальсу Победы. Кого обучали, сколько человек удалось обучить, где успели поучаствовать? Да, мне лично очень сильно понравилась эта акция. Она практикуется у нас в городе уже с 2015 года, уже 10-й год. Первый раз мы собирались на площади Орджоникидзе, и в честь 70-летия Победы собиралось 70 пар, которые одновременно кружились в вальсе на 9 мая. Сейчас эта акция вот вышла уже на уровень 5000 пар, 10 тысяч человек. В этом году мы готовили Якутский городской лицей к этой акции, 52 пары, третью школу тоже 52 пары. И хотелось бы отметить директоров этих школ, что они лично участвуют в этой акции, лично танцуют со своими детьми вместе на этом проспекте Ленина сегодня, в этот день. Ну, получается, на личном примере старшее поколение передает память и любовь к вальсу. Вообще, вальс — это что-то очень интересное. То есть, если мы возвращаемся к истории, вот классический вальс, он сильно отличается. Да, у нас сам танец вальс, он зародился там уже давно. Это светский танец, который танцевали на балах. Это аристократическое общество. Вот. А именно военные вальсы, которые характерны для России, они зародились примерно в 1905 году во время войны с Японией. Музыка очень характерная у военных вальсов российских. В ней очень много используется духовых инструментов, и она очень сильно напоминает марш, военный марш. И, скорее всего, поэтому очень сильно нравится населению, и у нас фактически военные вальсы стали народными. Насколько сложно выучить вальс? Вот сейчас мы слышим достаточно сложная мелодия. Ну, на самом деле, вальс — это относительно несложный танец. Он быстрый, но в нем не так много классических движений, которые очень достаточно простые. И, в принципе, простой обыватель, понаблюдав немножко со стороны, может, по крайней мере, повторить эти движения в том же направлении и в той же скорости. Интересно. Но мы узнали, что вальс достаточно просто. На собственном примере, наверное, сможем повторить. Давайте с какого-нибудь момента, как можем построиться под наши пары, которые вы сейчас видите, танцуют на проспекте. Танцуем вальс, где мы с тобой. Танцуем вальс, где мы с тобой. Танцуем вальс в миноре. Ну, как будто все просто. Если останусь живым на войне, встречусь с тобой я в родной стороне. Только пока я воюю, ты не забудь обо мне. Ах, эти тучи в голубом напоминают море, напоминают старый дом, где кружат чайки за окном, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс в миноре, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс в миноре. Юнкерсы кружат, и небо в огне. Думай, родная, всегда обо мне. Из-под небес я мне
напоминают старый дом, где кружат чайки за окном, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс в миноре, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс в мажоре. Где мы с тобой танцуем вальс. Вальс. Мы поаплодируем нашим, получается, танцорам. Это, правда, достаточно сложно. Мы тоже готовились, на самом деле, учили. Но ушло на это не так много времени. Что вы можете сказать о музыкальных именно композициях? То есть как они менялись с годами? Понятно, что зародились они военные. Время как военный марш, что-то добавлялось. Вот как «Синий платочек», последний куплет, что-то изменялось. Но построены они все как будто бы идентично. Как-то сейчас с годами что-то преобразуется? Ну, в целом, помимо военных вальсов, конечно, есть современные песни с современной обработкой, и которые наложены на ритм вальса. Есть вальсы, которые уже написаны композиторами как вальсы. Ну, чем-то сказать, что кардинально отличаются, ну, наверное, более современная аранжировка, более современное звучание и интересная тематика. То есть мы можем сказать, что мы точно танцуем те песни, под те песни военных лет, которые были, и, в общем-то, можно представить, что сейчас 45-й год. Сейчас мы, вот, наверное, первые две композиции, которые мы танцевали, да, это непосредственно музыка тех лет. Вальс, который мы только что исполнили, «Ах, эти тучи в голубом», Кристина Арбайкайте исполняет эту песню. Он уже более современный, он сделан в стилистике тех лет. Постарались ребята перенести ту атмосферу 45-го года. А что в плане движений? То есть мы вот сейчас повторяли, в общем-то, они повторяются друг за другом. Движения, в принципе, Всё, достаточно классические. Все, закончили. Что, еще раз? Дальше? Старинный вальс, осенний сон, играет гармонист. Вздыхают, жалуясь, басы, и словно в забытии сидят и слушают бойцы, товарищи мои. Под этот вальс весенним днем ходили мы на круг. Под этот вальс в краю родном любили мы подруг. Под этот вальс ловили мы очей прекрасных свет. Под этот вальс грустили мы, когда подруги нет. И вот снова прозвучал безумный храм того, и каждый слушал и мечтал о чем-то дорогом. И каждый дуром своим и помнит горе сон. Каждый знал дорогу, идет через войну. Пусть свет и радость прежних встреч нам светят в трудный час. И коль придется в землю лечь, так это ж только раз. Но пусть и смерть в огне, в дыму бойца не устрашит. И что положено кому, пусть каждый совершит. Что ж, друзья, коль нас берет, да будет сталь крепка.
венцом слетает желтый лист. Старинный вальс, осенний сон играет гармонист. Вздыхают, жалуясь басы, и словно в забытии сидят и слушают бойцы, товарищи мои. Вальс помогал людям пережить трудности войны, поддерживал их боевой дух и вдохновлял на подвиги. После победы над фашистской Германией вальс стал символом торжества и освобождения. Вальс был одним из самых популярных танцев в послевоенное время. Он исполнялся на парадах, праздниках и в танцевальных залах по всей стране. Его непринужденная лиричная мелодия также играла важную роль в восстановлении страны после войны. Он помогал людям отвлечься от пережитых ужасов и вернуться к мирной жизни. Значение вальса в Великой Отечественной войне вышло далеко за рамками простого танца. Он стал символом стойкости, надежды и победы советского народа. Сегодня мы хотим подарить миру частичку той красоты, которую дарит только этот танец. Пусть каждая нота музыки и каждый шаг танца станут нашим искренним, благодарственным гимном героям Великой Победы. Пусть музыка наполняет сердца гордостью за подвиги наших дедов и прадедов, а танец становится мостом между поколениями, связывая нас с памятью о Великой Победе. Победа – наша гордость и слава! Добрый день. Рада вас видеть. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Николай. Полина Владимировна Меркурьева. Вы очень здорово танцуете, мы посмотрели, как вы танцуете, потрясающе. Как часто вам удается вообще повальсировать? Да, мы вальсировали победный вальс. С удовольствием. С удовольствием. Вы дома, может быть, еще занимались? Может быть, вы вообще занимались танцами когда-то в жизни, нет? Ну, люблю танцевать. Очень люблю. Участвуете ли вы в акции ежегодно? То есть вальс Победы проходит ежегодно на площадях. Удается ли попасть на каждый? Ну да, в общем-то, любим танцевать. Такое скопление народа. Поддержку нашей Великой Победы. Здорово. Очень приятно. Как вы оцениваете, как акция проходит? Насколько это красиво Да. и значимо? Отлично. Народу много. Все с таким наслаждением танцуют. Все хорошо. Останется ли это в памяти? Но сегодня День Победы, вальс Победы. Мы дети ветеранов Великой Отечественной войны. Мы очень рады в этот день, что наши отцы воевали. Сейчас наши дети воюют. Наш сын скоро вернется, надеемся, с победой. Желаем, чтобы было на земле мир, войны чтоб не было. И всегда был такой веселый день. Вальс, вальс, вальс. Очень хорошее мероприятие. Спасибо большое. Вы что-то, может быть, хотите поздравить? Нашего сына хотим поздравить с Днем Великой Победы. Сейчас он на зоне боевых действий СВО находится. Думаю, вернется с победой. Обязательно вернется с победой. Спасибо большое.
Дорогие друзья, ну здорово, что эта акция объединяет всех, и несмотря на то, что где-то, правда, боевые действия, где-то находятся наши друзья, наши родные, наши близкие, даже сыновья, внуки, что мы здесь сегодня собрались и отдали дань Великой Победе и дань всем, кто сейчас заботится о том, чтобы у нас было мирное небо над головой. Дон боруты буланнар, нүргоғыннар тақсаллар, мичердейлер кыз қатыннар жолу алған. Ол барыта әйгіне айқалла. Қанына әре үтік сәргелер үтағаллар. Қатыннардақ аластарға үтіқтір өссі иеллер. Қарынақ қан ұру үтчаттарын соқтаннар. Қарасталлар саз ылбыт күн күбей иелер. Олық ота остубат өрігейін үллестеннер. Долгуя чумпураллар жоғыннақ бедираннар. Кестіл этен үтчаттарын алғаннар, кинилерге кәқтибет керек әскілі түстүллер. Қанынан қалыйбыда, кинилер қарыннақ, қағанда төннүбет эдеркен састара. Өгөйдөк қатан теміртейіннәқ, өстөқтөрін қотон үлті сыспыттара. Бүгін әйеғе көк қаллан күлімірдүр, артайғағыт, айылғағыт, айқаллыр, әдер үтчат әйеғестік мечердір, уру аймақ барыта, улу күні уруйдур. Вальс Победы танцуют деревья, мотыльки, полевые цветы. И росы заревой ожерелье, солнце, небо, весна, я и ты. Обжигая горячим дыханием, закружилась весна над землей. Вальс Победы, Великой Победы, мы станцуем сегодня с тобой. Ярко светит луна, тихо плещет волна. Мы вдоль берега моря идем, и поет, и шумит над головой сад весеннею листвой. Севастопольский вальс, золотые деньги мне светили в пути не раз ваших глаз огоньки. Севастопольский вальс помнят все моряки. Разве можно забыть мне вас, золотые деньги? На Малахов курган опустился туман. В эту ночь вы на пристань пришли проводить корабли. И с тех пор в краю любовь вспоминал я отчий дом. Севастопольский вальс, золотые деньги мне светили в пути не раз ваших глаз огоньки. Севастопольский вальс помнят все моряки. Разве можно забыть мне вас, золотые деньги? Мы вернулись домой,
Севастополь родной, все как прежде, каштаны в цвету. И опять я вас жду, вдоль бульвара мы идем, и как в юности поем. Севастопольский вальс, золотые деньги мне светили в пути не раз ваших глаз огоньки. Севастопольский вальс помнят все моряки. Разве можно забыть мне вас, золотые деньги? Севастопольский вальс, золотые деньги мне светили в пути не раз ваших глаз огоньки. Севастопольский вальс помнят все моряки. Разве можно забыть мне вас, золотые деньги? Здравствуйте! Очень рада вас видеть. Мы видели, как вы вальсируете. Ежегодно участвуете в акции «Вальс Победы»? Ежегодно ходим, не пропускаем. Потому что у меня отец ветеран, воевал. Вот как? Ветеран. Ага. Он до Польши, до Румынии, до этого дошел. То есть это для вас прям настоящий праздник? Праздник. Конечно. Мой отец 7 лет воевал. Сначала 5 Берлин освобождал, потом 2 года западные страны на освобождение. То есть вы не понаслышке знаете все эти истории военные, и военные вальсы танцуете, наверное, еще с тех времен, с детства? Да. Мы всегда танцуем, каждый год. Какие молодцы. А передаете опыт внукам, детям? Да. Внуки тоже ходят, вальсируют там. То есть еще и посмотреть на своих пришли? Ага. Что бы вы пожелали подрастающему поколению, что бы им хотели сказать? Чтобы они помнили наших дедов, помнили бабушек своих, уважали. И главное, чистое небо, чтобы войны не было никогда. Спасибо большое. Подарили вальс нам, спасибо. Дорогие друзья, сегодня вальсировала не только город Якутск, но вальсировала вся республика. В этой акции приняли участие все наши районы, это очень здорово. И у нас есть уникальные кадры, на которых даже в отдаленных районах еще лежит снег. Это настоящий красивый вальс, который подарили нам со всех уголков республики, чтобы чествовать День Великой Победы. Ветераны тыла. Весна 45-го года, как ждал тебя синий Дунай, народам Европы свободу принес жаркий солнечный май. На площади Вены спасенной собрался народ старый млад. На старой израненной в битвах гармонии вальс русский играл на солдат. Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай, тот цветущий и поющий яркий май. Вихри венцев в русском вальсе сквозь года помнит сердце, не забудет никогда. Легко, вдохновенно и смело солдатский вальс этот звучал, и Вена кружилась и пела, как будто сам Штраус играл. А парень с улыбкой счастливой
гармонь свою к сердцу прижал, как будто он волжские видел разливы, как будто Россию обнял. Помнит Вена, помнят Алпы, Дунай, тот цветущий и поющий яркий май. Вихрь венце в русском вальсе сквозь года, помнит сердце, не забудет никогда. Над Веной седой и прекрасной плыл вальс полон грез и огня. Звучал он то нежно, то страстно, и всех опьяняла весна. Весна 45-го года, так долго Дунай тебя ждал. Вальс русский на площади Вены свободный солдат на гармонии играл. Помнит Вена, помнят Алпы, Дунай, тот цветущий и поющий яркий май. Вихрь венце в русском вальсе сквозь года, помнит сердце, не забудет никогда. Помнит Вена, помнят Алпы, Дунай, тот цветущий и поющий яркий май. Вихрь венце в русском вальсе сквозь года, помнит сердце, не забудет никогда. Дорогие друзья, ну мы тоже закончили вальсировать, закончилась акция «Вальс Победы». Принимало участие 10 тысяч человек, 5 тысяч пар. Потрясающая акция в честь Великой Победы. Мы вас поздравляем с этим прекрасным праздником. Желаем, чтобы, правда, мирное небо было над головой, чтобы рядом были близкие, родные люди. И до новых встреч! Vals kemigen elin kebi hepsi der bitter. Bu manlığı.